Нарушенный слух работе не помеха. Они строят бани, красят и обрабатывают каменные стены. У Асхата Галиева работают 12 мастеров на все руки, но с ограниченными возможностями. Сейчас предприниматель начинает строить рабочий поселок для инвалидов на 250 человек в Азнакаевском районе. Им объясняем, чтобы они со своими трудностями считались, то, что это обычные явления, они такие же обычные люди, как и мы все. Ну просто под его возможности мы рассматриваем бизнес. Так, в Набережных Челнах скоро появится сеть быстрого питания. Это идея инвалидов-колясочников, для которых физический труд невозможен. Со своими соображениями они обратились в Центр трудоустройства инвалидов, где за 10 лет работу нашли более чем полсотни человек. Нам, как людям с ограниченными возможностями здоровья, и проблематично устроиться на работу, так как в многих предприятиях находят любые отговорки, ссылаются на отсутствие пандусов и рабочих мест и квот. Из 80 тысяч только треть трудоспособных инвалидов сегодня имеют работу в республике. Всего же в Татарстане каждый 11-й житель с ограниченными возможностями. Каждый стремится себя реализовать, найти себя в какой-то профессии, в трудовой деятельности. И при этом мы видим, что, к сожалению, вот этой возможностью сегодня могут воспользоваться только практически 31%. К 2020 году в рамках республиканской программы половина трудоспособных инвалидов республики должны получить работу. Отговорки работодателей об отсутствии пандусов и специальных рабочих мест канут в лету. Ограниченные возможности не должны стать барьером на пути к частному заработку. Салават Мухаммадуллин, Ильшат Аюпов, Марат Саидгараев, Альберт Шафигуллин, ТНВ, Казань, Набережные Челны.